не просто продолжаем следить за ледовыми баталиями республики, но и принимаем непосредственное участие. Меня зовут Ирина Макаренко, вы смотрите «Хоккей-24 Башкортостан». Здравствуйте! Сегодня в выпуске «Легенда номер 17». Премьера назначена на 18 апреля, а мы уже готовы приоткрыть завесу тайны. Хоккейный сезон в Уфе завершен необычным турниром. Игрок юлаевской молодежки Степан Хрипунов расскажет о планах толпаровцев. В Уфе состоялся предпремьерный показ фильма «Легенда номер 17». Это история побед и поражений советского хоккеиста Валерия Харламова. Исполнитель главной роли Данила Козловский стал специальным гостем кинопремьеры. Тарасов отправил его из ЦСКА в 1967 году в ноябре месяце, как бы в ссылку в Чебаркуль. Они вместе играли в советский хоккей. Один сезон в уральской команде «Звезда» Харламов гонял шайбу с Воробьевым. На символичной клюшке фамилии хоккеистов почти рядом. Он говорил: попытаюсь вернуться в ЦСКА, если меня не возьмут обратно, то буду в «Локомотиве» где-то там. Все равно хочу жить в Москве, хочу играть в московских клубах. Харламов перебирается в Москву, его забирает Тарасов. В фильме легендарного хоккеиста сыграл Данила Козловский. Тренировался на льду задолго до утверждения на роль. Признается, хоккейное катание давалось не сразу. О том, кто такой Харламов, узнал в 8 лет. Как-то прогуливая школу с мальчишками, заглянули в Ледовый дворец ЦСКА. Помню, над ареной, прямо в самом верху, развивалось 3 символических флага таких огромных. И посередине был флаг с номером 17, фамилии Харламов. Я до сих пор нахожусь под впечатлением той первой встречи с Харламовым в ЦСКА. Почти 2 года съемок. Роль тренера у Олега Меньшикова постановкой хоккейных сцен занимался канадец Джоди Стейсик. В финале киноленты легендарная суперсерия «Советский Союз Канада». Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Твой номер 17. После 2 шайб, забитых в том матче, он стал известен всему миру. Стадион в Монреале аплодировал ему стоя. Как я сама прочувствовала, весь зал находился в атмосфере этого матча, как раз-таки суперсерия СССР-Канада. Поэтому фильм просто замечательный. Советую всем на него сходить, когда будет премьера. Играл под номером 17. Эти цифры были в номерах Харламовской «Волги», и погиб спортсмен 17 числа в автокатастрофе. В этот вечер для всех зрителей и поклонников Данила Козловский устроил автограф-сессию. Несколько путался в именах Зарина и Русалина, но все же пару строк от актера получили все. Каждый день они приходят на каток. В хоккей играют настоящие мальчишки. А пока никто не спорит, кто наденет майку с номером 1-7. У каждого цель стать лучшим игроком. И кумиром по-прежнему остается Харламов. Стараемся играть по его тактике также. Скоростной хоккей. Он легенда, и мне дано целью поставить, чтобы я тоже такой вырос. На фильм юные хоккеисты тоже обещали сходить. Как-нибудь после тренировок. Они у маленьких юлаевцев каждый день. Иначе в большой хоккей не попасть. Хоккейный сезон в Уфе завершили необычным турниром. Молодежные юниорские команды республики боролись за призы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Казалось бы, ничего необычного, но самое интересное заключалось в формате турнира. Команды хоть и сохранили свое название, но играли в смешанных составах. Обычно мы наблюдаем матчи, где соперники играют в одной лиге. Однако турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев» сломал сложившиеся стереотипы. На прошедшей неделе на льду Уфимского дворца спорта скрестили клюшки молодежная хоккейная команда «Толпар» из МХЛ, победитель юниорской хоккейной лиги России Учелинский «Горняк» и юные игроки «Салавата Юлаева» 96-го и 97-го годов рождения. Впрочем, чтобы команды могли составить друг другу достойную конкуренцию, формат турнира стал довольно необычным. 2 звена уфимской молодежки отправились на усиление коллективов юлаевских «Дюшор», а состав толпаровцев пополнили несколько игроков Учелинского «Горняка». Спортсмены признаются, что сыграться столь быстро было непросто. Да, очень сложно, но нас поставили так, что мы играли в одной пятерке с нашими игроками, с моей командой, с «Горняка». А в основном, бывало, выходили с другими игроками, понимание находили хорошо. Первыми соперниками трехдневного турнира стали «Горняк» из «Дюшор» Салават Юлаев 1996 года, усиленной пятеркой толпаровцев. Однако игроки главной молодежной команды республики выручить юных юлаевцев не сумели. Матч закончился сухой победой учелинской дружины 4-0.
Хорошая игра была, позорная, задорная. И команда соперников, хоть и 96-го года, там есть и ребята, которые пробовали в сборной и усилились с 93-м годом. Там Булат Хаматов, Павлинич, Паучкин, они тоже привлекались в сборную 93-го года. И Никита Мокин, как бы один из лидеров Уфы 95-го года, как бы были очень... Было хорошее противостояние такое. Ну, немножко, может быть, нам повезло. Вот и все, что сзади построже сыграли, хотя были пожарные моменты, но вратарь подтащил, где-то защитники вовремя подработали. Ну, так удача на нашей стороне была. Во второй встрече турнира в очном противостоянии столкнулись экспериментальные составы Толпара и команды Салават Юлаев-97. Юлаевская молодежка лишилась одного вратаря и двух пятерок, причем одна из них укрепила состав непосредственного соперника. Взамен к дружине Александра Симака присоединилась пятерка из Учелинского горняка. Исход встречи стал понятен с первых минут игры. Толпаровцы сразу захватили инициативу и весь матч играли первым номером. Итоговый счет 6-2. Тем не менее, тренеры команд признаются, что главное в этом турнире не результат. Здесь молодые тянутся за старшими, например. У каждого свои задачи. Кто-то хочет в Торос попасть, кто-то хочет попасть в первую команду, например. Кто-то хочет попасть, наоборот, в Толпар, с того же горняка, например, с молодые, 96-97 год. Каждый преследует свои задачи. И, как видите, на трибунах же сидят тренера, они все просматривают, смотрят, кто что, чтобы... Ну, я говорю, идет ступень. У каждого свои задачи. Во второй игровой день Салават Юлаев 97-го года рождения одержал волевую победу над Учелинской дружиной. 2-4 немало помогли юлаевцам, усилившую команду игроки молодежного Толпара. Как бы и молодые ребята опыта набираются, и постарше с ребятами играют, им как бы легче, потому что в дальнейшем будет больше ответственности на меня, приходится тянуть команду, где-то парней подбадривать, подсказывать, ошибки какие-то. Так, в принципе, хорошо, мне нравится. Матч между Толпаром и уфимцами 96-го года рождения завершился в пользу более опытной команды. И если в первых двух периодах соперники забросили лишь по одной шайбе, то в заключительном игровом отрезке толпаровцы 5 раз зажгли красный свет над воротами противника. А в ответ получили лишь одну шайбу. 6-2. Игра, молодежь как бы не сдается, они дают бой, цепляются, кусаются. Как бы, молодцы, неплохо играли. Турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев» завершился победой молодежной хоккейной команды «Толпар», сыгравшей в ничью с Учелинским горняком в заключительный день соревнований 1-1. А главная интрига заключительного матча между воспитанниками с Дюшор 1996 и 97 годов рождения заключалась в том, кто станет серебряным призером соревнований. Борьба получилась по-настоящему упорной. Итоговый счет 3-4. Победу одержала самая юная команда. Серебряными призерами стали игроки Салавата Юлаева 97. Замкнул тройку призеров Учелинский горняк. А вот итоги сезона для молодежной хоккейной команды «Толпар» мы подведем с одним из самых перспективных игроков юлаевской молодежки Степаном Хрипуновым. Все, привет. Скажи, пожалуйста, как можешь подвести итоги сезона для своей команды, для «Толпара», ну и для себя лично? Привет. Играли в целом хорошо, начали отлично. В середине сезона был небольшой спад. И вплоть мы себя неплохо показали. 3-0 в серии с остальными лицами тоже много чего значит. Думаю, для первого сезона МХЛ это неплохо, я так сыграл. Расскажи, пожалуйста, о своих планах на следующий сезон и на межсезонье. В межсезонье надо дорабатывать моменты, которые мне не получались. Входить в форму уже в конце мая. На следующий сезон не знаю какие. Выиграть кубок этот. А тебе говорят как об одном из самых перспективных игроков молодежной хоккейной лиги. Скажи, как собираешься подтверждать это звание? Как? Работать, еще раз работать. Были ли какие-то курьезные случаи в Уфе? Да нет, все тихо, мирно, спокойно у нас. Ну а в целом, что можешь сказать о городе? Хоккейный город, в нем очень любят хоккей, это очень хорошо. Болельщики у нас хорошие, одни из самых лучших. Уже определился с планами на лето? Съезжу с родителями отдохнуть, потом с друзьями, и начинать готовиться к сезону. Все традиционно, наши гости говорят что-то своим болельщикам, и у тебя тоже есть такая возможность. Пусть приходят на наши игры, болеют за нас, они нам очень помогают.
очень поддерживают, нужна их поддержка. Спасибо им. Спасибо за интересную беседу и пока. Пока. На этом все. Не только в прошедшей хоккейной неделе, но и в сезоне наша программа уходит в отпуск. Увидимся уже в конце лета. С вами была Ирина Макаренко и Хоккей 24 Башкортостан.